12 января 2024 года Назрань запомнит навсегда. Мы хотим устроить массовое убийство в школах. Мы готовились к этому более года. С таким угрожающим сообщением обратился к своим пользователям администратор телеграм-группы «Ингушский маньяк». Фейк или правда, пока неизвестно, но тот, кто опубликовал данный пост, явно не в ладу с собой и окружающим миром. Об этом говорит его цитата: «Я ненавижу себя, но хочу причинить всем боль, кто встанет на моем пути. Я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше людей». Пост с угрозами облетел все социальные сети республики. В связи с распространенной информацией сотрудниками ОМВД Назрани оперативно приняты меры по проверке безопасности школ города. Угрозы для жизни не обнаружены, а для посторонних вход в школы теперь запрещен. Врач-психиатр Белла Кадзоева допускает, что эта запись неудачная шутка подростков. Какая-то попытка может дестабилизировать какую-то обстановку, отвести взор, может быть, от чего-то другого, более важного, что может не попасться в поле зрения обычного человека, обычного горожанина. И поскольку человек, возможно, не получает надлежащей терапии, надлежащего лечения у специалиста, у психиатра, психотерапевта, соответственно, возможно, это обострение психической патологии, которая имеет довольно глубокие корни, и идут эти корни с детского возраста. В степени правдивости угроз будут разбираться правоохранительные органы. Ими уже изъятая запись шутка от ответственности не избавит. Когда человек пытается, обиженный, обозленный человек пытается реализовать что-то похожее на то, что написано в этом тексте, то это психически нездоровый человек. И самое важное, наверное, из того, что я скажу, это то, что на самом деле это не попытка убийства кого-то, это попытка суицида. Подобная история схожа со случаем 2019 года, который произошел в Казани, где 19-летний Ильнас Галявиев напал на 175-ю школу Казани. Тогда погибло 9 человек, из них 7 учеников. Более 20 пострадали. Он в своем телеграм-канале также вел дневник, где возомнил себя Богом в облике человека. Часто говорил, что пришел избавить мир от всех живущих, как и себя. Подобные заявления, подобные попытки, они актуализировались последние 20 лет. Началось это все в Америке и потихонечку распространилось, в принципе, по всему земному шару и как-то дошло до нашей, до России. Полагаю, что некими провоцирующими факторами, возможно, есть, скажем так, дефекты воспитания, когда вот таких вот затравленных детей не понимают их в школе, их не понимают родители, мало внимания этим детям уделяется. И плюс гаджеты, когда ребенок без практически всякого контроля сидит за играми, он там буквально живет в этих играх, он находится там от 3 до 15 часов в сутки, и, соответственно, у него меняется, скажем так, ощущение реальности изменяется. Религиозные деятели Ингушетии заверяют, что нет оправданий подобным людям в исламе. وغضب الله عليه الله يغزل يشان سنتيح ولعنه دال نعلت أن تشانسن وعد له عذابا عظيما دق دوج العذاب كشتات شانسن يقدر سجفين وجوسك ناها قيرم وش ناها تعونزرون شتوسجي سك خلر إذا إيمان سخلر دس سجع إيش بوه بس أشام واش بوه بس وين يق إزمو هم خلي شات إزمو هم يولج الموتك وين خيشة ويدرجش أرص دال ديس إزموتك سوتسي مثلا Автор письма неизвестен, как и неизвестно, какое отношение он имеет к школам Ингушетии. Психологи считают, причиной подобных случаев среди подростков является низкая самооценка, компенсированная желанием доказать всему миру, что они чего-то стоят. Выявить таких людей среди толпы несложно, надо лишь вовремя обратить на них внимание, постараться помочь выбраться из состояния замкнутости. Прежде всего необходимо обратить внимание на тихих людей, которые
малоконтактны, которые имеют мало друзей, у которых нет определенных привязанностей, которые ведут затворнический образ жизни, те, которые в школе не участвуют, как я говорила, в мероприятиях, в активной школьной жизни не участвуют. И если это университет, то они держатся особняком, то есть у них нет никакой даже узкой своей, узкого круга, узкой компании. В настоящее время нет информации, была ли это реальная угроза или так проявляется чье-то неудачное чувство юмора. Разбирательства по готовящемуся нападению на школы Назрани все еще проводятся. Адам Глоев, Джамалил Султыгов, Новости 24.